Минэкономразвития Ингушетии с 11 октября по 11 ноября 2024 года ведет прием документов на участие в подпрограмме «1000 квартир» Государственной программы Республики Ингушетия «Экономическое развитие и инновационная экономика». Право на субсидирование имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Ингушетия, при заключении ими после 1 декабря 2013 года кредитного договора на условиях, предусмотренных положением программы «1000 квартир», либо предоставившие справку кредитора о возможности предоставления гражданину ипотечного кредита в случае признания его участником подпрограммы «1000 квартир» и соответствия предъявляемым требованиям кредитора, а также признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и относящиеся к одной из следующих категорий. Молодые семьи, соответствующие условиям обеспечения жильем в рамках мероприятий государственных программ Республики Ингушетия, одинокие матери, многодетные родители, имеющие 3 и более детей в возрасте от 14 до 18 лет, родители, имеющие малолетних детей в возрасте до 14 лет, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, молодые ученые в возрасте до 35 лет, молодые учителя в возрасте до 35 лет и государственные гражданские служащие Республики Ингушетия и лица, замещающие государственные должности Республики Ингушетия. В сентябре 2024 года инфляция на потребительском рынке составила 0,48%. В секторе продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,34%. Ускорилось удешевление плодоовощной продукции. На остальные продукты питания темпы роста цены изменились на 0,95%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущего месяца – 0,62%. В секторе услуг инфляция составила 0,51%. «Мой бизнес. Мои возможности» при поддержке Минэкономразвития России запускает специальный трек программы «Мама-предприниматель. Мама в туризме». Кроме необходимых знаний для успешного старта туристического бизнеса, участницы получат ценные призы, доступ к образовательным курсам, сопровождение экспертов, сертификат на покупку тура и возможность выйти в федеральный финал программы «Мама-предприниматель» и побороться за гранты в размере 1 миллиона 500 тысяч и 250 тысяч рублей. Доля МСП в туризме достигает 70%, и эта сфера является одной из точек роста женского предпринимательства. В России свой бизнес ведут 6 миллионов женщин. Только за год в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого зарегистрировалось более 1 миллиона женщин. Образовательный трек «Мама в туризме» будет проходить в онлайн-формате. Подать заявку на участие можно на сайте mamavturizme.rf до 20 октября. Летом этого года оборот внутреннего туризма составил рекордные 917 миллиардов рублей, на 24% выше показателя аналогичного сезона 2023 года. Из всех расходов на туризм 40-45% приходится на лето. Таким образом, по итогам года оборот индустрии может достичь 2 триллионов рублей. Лето 2024 года показало, что предел емкости этого рынка еще не достигнут. Вместе с популярностью внутреннего туризма растет и интерес к страхованию. Полисы для туристов позволяют получить оперативную и качественную медицинскую помощь без дополнительных расходов и имеют другие полезные опции. Например, этим летом 56% обращений были связаны с задержкой рейса, а средняя выплата составила 17 тысяч рублей. Страховой полис станет отличным подспорьем в путешествии и позволит расслабиться, не переживая о возможных инцидентах. Завершаем наш выпуск экономических новостей информацией о курсе валют на сегодня.